После инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая правительство государства по закону ушло в отставку. Теперь Кабмин сформирует по новым правилам, которые обусловлены поправками в Конституцию 2020 года. Чьи кандидатуры предложены и кто будет отвечать за социально-экономическое развитие страны в ближайшие годы, расскажем прямо сейчас. Сохранят свои должности вице-премьеры Алексей Аверчук, вопросы международных отношений, Юрий Трутнев, полпред в ДФО, и Марат Хуснуллин, отвечающий за регионы и стройку. Курировать вопросы экономики и антисанкционный блок будет прежний куратор ТЭК Александр Новак, но в статусе обычного зампреда правительства. Как объяснил это решение представитель Белого дома Борис Беляков, Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время он координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и в муниципальной и государственной службе. В том числе занимал должность заместителя министра финансов. При этом должность первого вице-премьера займет Денис Мантуров, прежде совмещавший этот пост с постом министра промышленности и торговли. Он отойдет главе Калининградской области Антону Алиханову. На своих местах останутся Антон Котяков, Минтруд, Александр Козлов, Минприроды, Сергей Кравцов, Минпросвещения, Ольга Любимова, Минкульт, Максим Решетников, Минэкономразвития, Антон Силуанов, Минфин, Михаил Мурашко, Минздрав, Ирек Файзулин, Минстрой, Валерий Фальков, Миноборнауки, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Максут Шадаев, Минцифры. Правительство покидает и вице-премьер Виктория Абрамченко. В связи с ее уходом на другое место работы в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК и экология, была предложена кандидатура, исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Вместо Патрушева министром станет его заместитель Оксана Лут, которая обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту. Кроме того, будет повышен министр транспорта Виталий Савельев. Он станет вице-премьером. Останется в должности вице-премьера и Дмитрий Чернышенко, который прежде отвечал за цифру. Теперь он будет отвечать не только за Миноборнауки, Министерство спорта и Минэкономики в части развития туризма, но также и Минпросвещения и Росмолодежь. Вице-премьер Татьяна Голикова останется в правительстве и продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры. Теперь в сферу ее ведения входит также и Федеральное агентство по делам национальностей. Помимо Алиханова в правительство перейдут и другие губернаторы. В частности, на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. Ранее он руководил Росавтодором и, цитата, «знает отрасль изнутри». На должность министра энергетики предложен глава Кузбасса Сергей Цифилев. Этому способствовал многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению энергетика. Вместо меняющего работу Олега Матицына министром спорта станет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Этому предложению способствовал его опыт в Госдуме, где он возглавлял профильный комитет «Спортивное прошлое», и то, что кандидат обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью. В свою очередь, Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. В предыдущем правительстве Белоусов был первым вице-премьером. Шойгу, возглавлявший Минобороны, назначен секретарем Совета безопасности страны. Полностью список предложений главы государства по формированию нового состава Кабмина выглядит следующим образом. На должность министра внутренних дел назначен Владимир Колокольцев, на должность главы МЧС Александр Куренков, на должность министра иностранных дел Сергей Лавров, на должность министра юстиции Константин Чуйченко, на должность директора службы внешней разведки Сергей Нарышкин, на должность директора ФСБ Александр Бортников, на должность директора Федеральной службы войск Национальной гвардии или Росгвардии Виктор Золотов, на должность директора Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, на должность начальника Главного управления специальных программ президента Александр Линц. Итак, финальный список нового Кабмина будет выглядеть так. Председатель Михаил Мишустин, 10 вице-премьеров и 15 министров. Всех, кроме глав силовых ведомств, МИДа и Минюста, утверждает Государственная Дума.